Государственное предприятие «Абхазберегозащита» – первый объект, который посетила комиссия. Сегодня в арсенале предприятия более 60 единиц механизированной техники, завод металлоконструкций, а также растворобетонный узел. Изготавливаем металлоконструкции, бетон, железобетонные изделия изготавливаем, выполняем работы бетонные именно по бетону любой сложности. Помимо этого занимаемся земельными работами. Предприятие испытывает трудности с заказами. Чтобы осуществлять текущий ремонт техники и платить заработную плату коллективу в 100 человек, предприятие принимает частные заказы. Госзаказ на строительство опорной стены – это один из лотов проводимого тендера. Позволит предприятию выйти на новый уровень развития, считают здесь. Стоит задача сохранить организацию, потому что сложно сегодня. Министерство экономики выставило на конкурс несколько лотов. Будем участвовать, добиваться того, чтобы там есть объекты непосредственно по нашей работе, это подпорные стены. Будем принимать участие и добиваться, чтобы этот лот достался нам. Фирма «Монблан Абхазия» – еще один объект, претендующий на участие в инвестпрограмме. Здесь производят стеклопакеты и механизмы замены оконных конструкций. Один из руководителей предприятия, француз по национальности Жан-Марк Данто, считает, что условия для развития бизнеса в Абхазии вполне приемлемы. Я сказал бы, у нас хороший потенциал. Почему? Потому что если сравнить с Европой, на данный момент там все уже делается. И никто не имеет возможности просто даже внедрить там в какое-то производство. Когда у нас все до сих пор нужно делать, и даже с маленьким объемом финансов мы имеем возможности что-то начинать и развиваться. Сырье для предприятия поставляется из России. Это крупнейший производитель ПВХ профиля «Монблан Кавказ», расположенный в Пятигорске, и фирма из Германии, производитель фурнитуры. Процесс производства окон здесь полностью компьютеризирован. С прошлого года на фирме начали производство беседочно-верандных конструкций, а также развивается направление по производству и обслуживанию бассейнов. Качество продукции, уверяют здесь, соответствует мировым стандартам. Участие в инвестпрограмме республики дает шанс повысить конкурентоспособность предприятия по отношению к иностранным фирмам. Будем участвовать в тендере по школе, детские сады, потому что это, конечно, очень нужно стимулировать местное производство. Мы полностью все можем здесь произвести на высшем уровне, по цене конкурентоспособной от других производителей из России. И очень нужно, чтобы была возможность и наши местные производители участвовать в этих тендерах. Это очень важный момент. Еще одно предприятие – производитель собственной и, что важно, конкурентоспособной продукции. Завод по производству труб в Гудаутском районе. Предприятие прошло непростой этап становления, связанных в том числе с поиском инвесторов. В результате около 8 месяцев назад завод приступил к производству собственной продукции. Мы можем выпускать и газовые трубы, и водопроводные трубы. От 20 диаметров 20 миллиметров до 450. Мы вторсырье не используем, поэтому у нас даже с России специалисты приезжают и смотрят нашу трубу. Они удивляются, что такого качества. Но мы конкурируем с ними, и конкурентоспособная наша труба здесь стоит на несколько рублей ниже, чем там у них на месте. Будем добиваться и нашу трубу экспортировать в Россию. На заводе работают более 30 человек. Молодые специалисты прошли обучение в России. Если первую линию на предприятии налаживали сотрудники российской фирмы, то со второй уже наши мастера справились самостоятельно. Мы производим трубы для людей, для государства, чтобы наш народ не ездил в Россию, не оттуда, чтобы трубы не привозили, чтобы здесь было все на месте. В Москву ездили, поначалу отправили нас учиться туда. Конечно, нравится. Такой работы, наверное, в Абхазии нету, и от души работаем. Коллектив хороший, мы все дружны, здесь вместе уже работаем. Перспектива, в дальнейшем, я думаю, все будет хорошо. Мы на это надеемся очень. Возможности предприятия неплохие. Самый ближайший к Абхазии завод по производству труб находится в Ростове. Положительный момент, считают здесь, ввозной НДС. Раньше, завозили оттуда самую трубу,
Они НДС, то, что я плачу, они не платят. Ну, это самое, могут и договориться, это самое, там без НДС тоже им возвращают НДС, если крупный заказ. Вот в этом мы проигрывали в этом. Правда, заказов пока немного. Завод поставлял трубы для проведения воды в селах Гудаутского района. Сегодня здесь думают об участии в тендере по обеспечению трубами объектов водопроводной системы в республике. Усилия по улучшению инвестиционного климата для предприятий района прилагают и местные власти. Ведем переговоры с разными регионами России и более далеких стран, чтобы возродить экономическое развитие Гудаутского района. Мы сейчас, я думаю, что скоро будем запускать винзавод. Уже на стадии переговоры, на стадии завершения. Проекты в большинстве они связаны с сельским хозяйством, с переработкой сельхозпродуктов, то есть они тоже нужны, тоже ждем. Члены комиссии, в составе которых были депутаты парламента и представители Минэкономики Абхазии, подробно интересовались работой предприятий, оценивали их готовность к участию в тендере и реализации инвестпрограммы в стране. Те предприятия, которые я увидел, они меня, честно говоря, удивили. В хорошем смысле слова удивили. Предприятия конкурентоспособные. Они и по цене, и по качеству, оборудование у них новейшее. Они способны выполнять и строительные заказы, и строительные работы в соответствии с современными стандартами, принятыми в мире. Поездка инициирована Бесланом Константиновичем Свинаря, депутатом парламента, который уже озвучивал на комиссии, что мы должны все-таки поддержать местного производителя. Это полностью соответствует политике экономической, проводимой президентом Республики Абхазия, на подъем экономики, на подъем промышленности. Сегодня в правительстве обдумывают варианты поддержки местного производителя. К примеру, возможно, одним из пунктов контракта на выполнение госзаказа будет обязательство предприятий приобретать продукцию, изготовленную в Абхазии. Белла Кварча, Астамур Кожба, Абхазское телевидение.